Сейчас слово представляется Хисматуллину Ринату Рифовичу, председателю благотворительного фонда в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии, а также автор-исполнитель православных стихов и песен. И вот Ринат Хисматуллин сегодня у нас споет вот в завершении, уже вот когда мы перейдем в помещение воскресной школы. Здравствуйте, спасибо большое. Доклад уж я не буду зачитывать, так вкратце расскажу. Меня зовут Ринат, я из Республики Башкортостан. В 2014 году я принял православие. Благодарю за это Господа, за то, что Он меня привел именно на правильный путь, Он меня наставил. Вот. Просто было так интересно. Сначала Он меня привел в благотворительность. Я начал помогать детям-сиротам, детям-инвалидам, в общем, семьям, у которых проблемы в жизни. Вот. Я был мусульманином. Вот. Почему-то я привозил вещи всегда в православные храмы, вот, оставлял их там. И как-то жизнь меня по благотворительности, я пересекся с одним монахом игуменом Силуаном, рассказал ему, какие свои проблемы, и он мне сказал: тебе надо покреститься, у тебя все пройдет. Тогда я просто подумал, про себя, думаю, да ладно, что там говорит, я же мусульманин. Вот. Но через полгода потихоньку я сам к этому начал приходить. Бог меня вел все это время. Вот. Я создал волонтерское движение, будучи мусульманином, и назвал его в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Матери Софии. Я не знаю, почему это так произошло. Я считаю, что это было все-таки Божье чудо, и промысел только его. Вот. Когда уже я принял православие, я просто переделал его в благотворительный фонд в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Матери их Софии. Вот. На сегодняшний день в Республике Башкортостан открыто 2 филиала по раздаче вещей малоимущим семьям. Все, кто нуждается, спокойно могут приходить без всяких либо документов, забирают вещи, какие им нужны. Также люди приносят для раздачи нуждающимся семьям. Вот. По поводу Даниила Сысоева, отца. Я считаю его священным мучеником. Я ему также молюсь и прошу его всегда, чтобы он меня поддержал, помог. Здесь тоже произошло чудо. Когда было мне очень тяжело, проблемы у меня также возникали с моими родителями, родственниками. Для них я всегда, как говорится, я был предателем. Ну и для многих мусульман я до сих пор им и являюсь. Мне постоянно пишут об этом, но я иду правильным путем, и спасибо Богу за все. По поводу священного мученика Даниила Сысоева. Он мне стал попадаться. Когда мне было именно тяжело, он стал попадаться на разных сайтах, прочее. Я его откидывал просто-напросто. Думаю, да ладно, что там, раз откинул его. Опять он мне попадается, я опять его откинул. И так раз 5, наверное. И мне пришлось просто зайти на этот сайт и посмотреть его проповеди, посмотреть его видео. Это действительно такой человек, он благодатный батюшка, который он действительно вел народ за собой. И мы должны следовать ему в примеру и тоже вести народ за собой. Именно за веру во Христа, за Святую Троицу. Вот. Также промысел Божий привел меня и в духовную семинарию города Оренбурга, в которой учусь уже 3-й год на обучении. Вот. Спасибо Богу за все. Ну, вот так вот вкратце о себе рассказал, потому что пригласили, спасибо Динаре Бухаровой. Тоже промысел Божий. Познакомился с Даниилом Сысоевым, тут же мне пишет Динара, и мы вот так вот познакомились, стали общаться по WhatsApp, и общались. И вот в итоге я в этом храме и среди вас. Но разве это не промысел Божий? С города Салават, Республика Башкортостан. От Уфы 180 где-то километров примерно. Благослови вас Господь и Матерь Божия, благословите. Спасибо большое.